качества. Танзиля Мусина, доброе утро. Ну, расскажите, пожалуйста, какая сфера наиболее популярна у нарушителей качества? Это и продукты питания, это и одежда, обувь, автомобили, бытовая техника и так далее. А экспертиза каких товаров заказывают чаще всего? Ну, на первом месте, наверное, экспертиза сотовых телефонов, потому что у нас прогресс не стоит на месте, и каждый день появляются какие-то новые модельки с новыми опциями, производители стараются, идут вперед, и поэтому, как молодежь очень любит эти навороченные гаджеты, они все их покупают, и, соответственно, они все появляются у нас в Центре независимой экспертизы. Хорошо, а телефон вы проверяете, это производственный брак чаще всего бывает или неправильная эксплуатация? Бывает по-разному, но 90% обращений, конечно же, это производственный дефект. Но бывают такие случаи, когда и нарушаются правила эксплуатации, либо это попадание влаги, либо это механические повреждения. На втором месте, я бы сказала, что у нас после сотовых телефонов это одежда, обувь, но есть отслеживается такая некая сезонность, да? То есть сейчас у нас, например, сейчас это шубы, да? Да, это меховые изделия, которые очень любят и мечтают наши женщины. Кругом сейчас с магазинов призывы купить те или иные меховые изделия, распродажи, акции и так далее, с хорошей скидкой. И тут уже у женщин наш ум просто затмевается, и они слепыми глазами идут и покупают меховые изделия, лишь бы только сегодня в магазин уйти с этой замечательной шубкой и завтра пойти и похвалиться перед подружками. Но тут возникает такой момент, что появляются дефекты. Либо это выпадение волос, например, мехового изделия, либо там какие-то конструктивные недостатки. Ну, очень важным моментом является, конечно, соблюдать правила, да, носки изделия. Самый первый враг мехового изделия – это автомобиль с подогревом. В этом на самом деле соблюдать такие правила довольно-таки трудно в наших погодных условиях, да? Хочется и в тепле, и чтобы красивой быть каждый день. Но тем не менее, изделия из ножки не являются изделием, да, повседневной носки, поэтому, конечно, нужно к ним относиться бережно. Что касается обуви, здесь тоже очень много нареканий, потому что зима у нас бывает такая довольно-таки с большим, да, отрывом температуры, иногда это бывает оттепель, иногда будут сильные морозы, поэтому не каждая кожаная, даже хорошая обувь выдерживает такую нагрузку. Плюс ко всему еще очень большое количество реагентов, да, на дороге. То есть поэтому здесь очень тоже нужно хорошо... В общем, правильная эксплуатация, она очень важна в этом. Очень важна, да. Хорошо. Самые какие-то необычные уловки, претензии, которые предъявляли вам покупатели? Ну, что касается уловок производителей, здесь, конечно, в основном на первом месте, видимо, стоят продукты питания. Очень часто на маркировке изделия мы видим, что ГОСТ, да, написано. А на самом деле, если прочитать внимательно этикетку, то мы видим, что данное изделие изготовлено по техническим условиям. То есть не нужно слепо верить, да, всему, что написано на этикетке, и быть более бдительными и внимательными. Что касается оригинальных случаев, которыми обращаются нам потребители, их бывает много, они бывают разные, о них можно бесконечно рассказывать. Ну, например, недавно к нам обратилась девушка молодая, ей молодой человек подарил духи, ей не понравился запах, она решила их вернуть в магазин, соответственно, это сделать нельзя. Была бабушка, которая купила для своего любимого двухколесный велосипед, и все время падал. Бабушка решила, что он некачественный, поэтому тоже решила вернуть. Была еще одна женщина, которая купила пластырь для похудения, и через какое-то время он не возымел никакого эффекта, она хотела провести экспертизу и сказать, что он некачественный. Поэтому мне не получилось. Да, не получилось. Поэтому в любом случае, когда вас манят различными рекламными, маркетинговыми уловками, всегда нужно быть бдительными и не доверять слепо всему, что пишется на этикетках. В последнее время все-таки, наверное, потребители стали чаще обращаться к вам за вашими услугами, поскольку знают свои права. Стал ли потребитель более подкован в этом вопросе? Потребители стали подкованными, да, это, конечно, мы заметили. Появилось еще такое явление, как потребительский экстремизм, да, то есть некоторые очень сильно злоупотребляют знанием этого закона и ищут какие-то уловки и пользуются просто этим. Но в любом случае, любой товар, который продается на наших правах, он должен быть изначально качественным. И в любом случае производители должны бороться за это качество, а потребители уже должны это контролировать. И если у вас вдруг возникли такие проблемы, да, с продавцами, изначально нужно, конечно же, писать претензию в письменном виде. Устное обращение, вы уже потом ничего не докажете. Обязательно нужно в письменном виде, в двух экземплярах, как положено, обращаться в магазин. Если уже не возымело никакого эффекта,
тогда уже либо обращаетесь вы к нам, либо же идете в суд, чтобы защитить свои права дальше. Что ж, спасибо за такую полезную и достоверную, четкую информацию, которую услышал телезритель, и я. Очень интересно.